Моего слова достаточно, чтобы исцелить тебя. Энергия того, что я говорю, может дать вам жизнь и поднять вам настроение. Вы можете подумать, что недостойны того, чтобы я вошел в ваш дом, но я говорю вам сейчас, ваша вера и смирение привлекли мое внимание. Я прихожу не только в твой дом, но и в твое сердце. Там я напишу тебе целебные слова. Одним лишь прикосновением я разорву цепи, удерживающие тебя. Я уберу твою боль, и все твои страхи, беспокойства и проблемы исчезнут. Если я заговорю, даже небо услышит. Я говорю напрямую с вами, потому что хочу видеть вас счастливыми. Когда ты проводишь время со мной, это позволяет мне обнять тебя, показать, как сильно я тебя люблю и уберечь тебя от вреда. Это то, что я хочу дать тебе в этой жизни. Поэтому я хочу, чтобы вы поверили и приняли это всем сердцем. Сила, которую вы желаете, готова поглотить вас исцеляющей и преобразующей силой моего Святого Духа, которая здесь для вас. Вам не нужно продолжать жить с болью прошлого или сталкиваться с плохими поступками, которые вы совершили в одиночку. Ты живешь в мире, полном проблем, но помни, это мир, который я уже завоевал для тебя. Вы – дитя всемогущего Бога, и это обещание. Доверяйте мне в каждом своем шаге и в каждом вызове, с которым вы сталкиваетесь, потому что вы выйдете на первое место. Я знаю, что бывают случаи, когда ты плачешь часами, иногда даже не зная почему. Я скажу тебе, потому что ты хочешь вернуться ко мне. Твое сердце скучает по мне, ваша душа ищет меня. Каждый из вас знает, что без меня вы ничего не сможете достичь. Ощущение, будто жизнь ускользает от тебя, не так ли? Мир и счастье, которых вы желаете, кажутся недостижимыми. С каждым днем кажется, что твои близкие отдаляются все дальше. Послушай меня, я здесь с тобой. Рядом со мной находится источник благословений, который наполнит вашу жизнь всем, чего вам не хватало, и готов смыть все печали. Пусть эти воды смоют печали вашего ума. Вы больше никогда не почувствуете себя пустым, это мое обещание вам. Ваша вера привела к тому, что все произошло. Мое слово – это все, что вам нужно. Сегодня я приношу исцеление в вашу жизнь. Ты открыл мне свое сердце, и я поселился с тобой, здесь я буду. Я жду вас и вашу семью, готовый благословить вас больше, чем вы можете себе представить. Пригласи меня в свой дом сегодня, открой мне каждую часть своей жизни. Пусть мои благословения текут, принося мир в вашу душу и утешение в ваше сердце. Я очистил твой дом от всех его недостатков, своим дыханием я внес жизнь в каждый угол. Я убираю смятение и смятение ваших бед. Теперь вы чисты и прощены, вы должны принять это. Я не говорю, что вы совершенны или что вы не столкнетесь с искушением. Ты мой ребенок, и я люблю тебя, но ты тоже человек. Будут трудности, но даже если ты оступишься, я всегда буду рядом, чтобы поднять тебя и поддержать на пути вперед. Да, вы делаете свои собственные ошибки. Я знаю, что ты чувствуешь разочарование, насмешки и стыд, как будто ты снова весь в грязи после сражений. Но не спускай с меня глаз. Я призвал вас на эту битву, и моей силой вы будете очищены, укреплены и прощены снова и снова. Что бы ни мешало вам, продолжайте идти.
Ваши враги, полные ненависти и без раскаяния, завидуют победе, которой я вас окутал. Они попытаются напасть на тебя и поколебать мир, который ты нашел во мне. Ты слышишь меня, и я знаю, что ты понимаешь. Вы любите свою семью и хотите, чтобы они преуспели, а это означает, что вам придется преодолевать трудности, усердно работать, верить и верить в то, что я вам обещал. Вы готовы к благословениям, и ваши враги это видят, и именно поэтому они решили преградить вам путь. Они недооценивали тебя, считали тебя слишком слабым, никогда не ждали, что ты обратишься ко мне, признаешь свои недостатки и ошибки. Именно тогда я решил простить тебя, поднять тебе настроение и принести процветание по-твоему. Я всегда буду с тобой. Никто не может заставить вас почувствовать себя ничтожным, унизить или победить вас. Если ты споткнешься, я подберу тебя. Я обещаю вам и вашей семье, что даже те, кто находится далеко, почувствуют мое присутствие по-новому. Возьми меня за руку, приготовься к победе. Я вдыхаю в тебя новую жизнь, посылаю тебе благословение. Пока другие дрожат от страха, вы смелы и готовы к тому, что ждет впереди. Днем ты ходишь под моим присмотром, а когда ночью отдохнешь, я шепну твоему сердцу. Я покажу тебе чудесные вещи, направлю тебя, чтобы завтра ты мог уверенно идти и избежать ловушек твоих скрытых врагов. Я защищу тебя от бед, подниму и отведу в безопасное место, где ты будешь благословлен. Те, кто верят в меня, подобны высоко парящим орлам, сосредоточенным на своем пути. Они знают, кому доверяют и кто их глубоко любит, и смело парят высоко, тянутся к небу, прикасаются к божественному и на вершине горы обретают новую силу и непоколебимую веру. Чтобы вернуться домой сильными, полными веры, зная, что они должны продолжать искать меня и служить мне, доверять и надеяться, никогда не сомневаться в сильных словах, которые дали им крылья для полета. Если ты веришь в меня, тебя ждет другой мир, невидимый другим. Там, где другие видят только дефицит, вы и ваша семья чувствуете себя в безопасности, а ваш стол всегда полон. Я даю вам дары для роста, я прививаю вам и вашим близким непоколебимую веру. Вы ходите и собираете, обязательно получите награду. Владелец этого сада – ваш Отец Небесный. Я избрал тебя, чтобы ты процветал на земле, которую я даю тебе. Отбросьте страхи, оправдания и причины, за которые вы держитесь. Вы больше не верите тому, что видите, вы обретаете более глубокое понимание. Теперь, если вы столкнулись с новым вызовом, обратитесь к моим словам, встаньте на колени и задержите свое сердце на некоторое время. Я жду в тишине, и мой Святой Дух говорит с вами, предлагает решение, отвечает на ваши молитвы и очищает ваши сомнения. Вам не нужно бояться сил, которые противостоят вам, или позволять каким-либо препятствиям остановить вас. Благодаря решимости вы сможете преодолеть препятствия, вы почувствуете себя снова молодым. Вы выстоите против сопротивления не физической силой, а мощной поддержкой моего Святого Духа. Ваши победы не будут результатом агрессии или силы. Ищи меня, я с тобой. Когда вы позвоните мне, я буду готов ответить. Скажи одно слово, и я дам тебе свою благодать и любовь и укреплю тебя безмерно. Со мной рядом с тобой нет ничего, чего ты не мог бы достичь. Ваши противники разбегаются перед непоколебимой уверенностью, исходящей от вас.
Я расскажу вам о благословениях, которые придут к вам. Дело не в удаче или силе, я выбираю благословлять тех, кто ищет меня. Здесь нет конкуренции, я не буду сравнивать ваши достижения или достижения с другими. Я здесь, чтобы общаться с вами и осыпать вас благословениями из-за моей безграничной любви к вам. Когда другие неустанно работают, чтобы завоевать мое расположение, они теряют истинную веру в тебя. Вы непоколебимо верите в мое существование, твердо верите в свою веру. Вы можете пройти сквозь огонь, не будучи поглощенным, преодолевать штормы, не будучи уничтоженными, приказать хаосу подчиниться вашей воле, и он подчинится. Я дал тебе силу проявлять мою любовь через добрые дела ко всем, кого ты встречаешь. Чудеса случаются, когда проявляешь благодарность и смирение и искренне стараешься помочь и сделать добро. Моя сила не всегда проявляется в больших движениях, но будьте уверены, когда вы ищете меня в тишине своего сердца, я прославлю вас. Когда вы выйдете в мир, последуют чудеса и знамения, подтверждающие мое присутствие с вами. Вы получили это сообщение, возьмите это обратно, позвольте этому резонировать внутри вас и примите его. Объедините свою веру со своим стремлением углубить свои отношения со мной, и я высвобожу на вас свою силу. Сохраняйте смирение сердца, благодарность духа, и будете богато покрыты. Вам нужно чудо, мое вмешательство, чтобы облегчить вашу боль, растерянность и тревогу. Ты моя сила, питание, покой, мирные ночи и утра, наполненные радостью. Тебе нужна любовь, и моя любовь будет дарована тебе. Получите его полностью сегодня. Держитесь веры, которая поддержит вас, обещаний, которые я дал вам. Я твой защитник, твой проводник, твой Бог, твой защитник, твой постоянный спутник. И вместе мы радуемся, когда благословения, которых вы ждете, достигают вашей двери. Подожди, поверь мне, оно придет. Изменения уже не за горами. Наполните свой разум моими обещаниями, которые принесут исцеление. Пришло время изменить точку зрения, изменить реакцию на вызовы. Когда возникнут препятствия, помни, что я никогда тебя не оставлю. Каким бы ужасным и болезненным ни было испытание, ты цепляешься за мою руку. Ты знаешь, я люблю тебя, как я могу оставить тебя? Мое дорогое дитя, ты так драгоценен из-за любви, которую я изливаю на тебя. Держи мои обещания, они верны, истинны и вечны. Моя преданность вам вечна, мое обещание, данное тебе, никогда не будет нарушено. Я всегда буду рядом с тобой, услышь мой голос. Ты под моей защитой, окружен моей любовью. Я всегда рядом с тобой, никогда не оставляю тебя одного. Даже если вас ждут трудные времена, не паникуйте, они пройдут. Возможно, вас одолевают печаль и сомнения, но пришло время перестать бороться и беспокоиться. Пусть ты обретешь покой в моих объятиях. Помни, сегодня и каждый день я люблю тебя вечной любовью и даю тебе силы преодолеть отчаяние и наполнить твое сердце радостью. Даже посреди жизненных бурь ты рядом со мной и всегда доволен. Доверьтесь мне и позвольте моим словам осветить ваш путь. Даже если ваши враги объявят вас побежденными, мои слова утешат, и моя уверенность останется в силе. Не бойтесь и не сомневайтесь, потому что я с вами в самые худшие бури.
Я держу тебя близко, и когда слезы угрожают захлестнуть тебя, я жду там. Пусть слезы, которые вы сдерживаете, текут, поделитесь со мной своими переживаниями, потому что ваша жизнь очень дорога мне. Как я помогал вам раньше, я буду продолжать помогать вам, открывая вам свою безграничную любовь бесчисленными способами. Никогда не сомневайтесь, что я всегда буду рядом с вами, чтобы защищать, оберегать и заботиться о вас, удовлетворять ваши потребности, слышать ваши слова и молитвы и приказывать своим ангелам отвечать на ваши просьбы. Ваша деятельная вера доставляет мне радость, когда вы открыто выражаете мне свои надежды и желания. Некоторые могут сказать, что вам следует обращаться ко мне только со своими просьбами, но я призываю вас искать меня всем своим сердцем, а я позабочусь обо всем остальном. Придет время, когда вы поймете, что я знаю ваши потребности еще до того, как вы их скажете. Мне доставляет радость слышать, как ты о чем-то спрашиваешь, чувствовать твое преданное сердцебиение. Ты знаешь мою любовь к тебе и мою готовность ответить. Я очень ценю ваше спокойствие, когда мои ответы приходят не так быстро, как вам хотелось бы. Ваше терпение доставляет мне большое удовольствие. Теперь, когда вы понимаете искусство ожидания, поверьте, что я знаю, что лучше для вас, и что я создаю свой план для вашей жизни. Мужайтесь, ибо я окружил вас огромной силой, времена печали исчезнут, а радость и вера снова наполнят ваш дом и вашу жизнь. Вы уже знаете это. Я люблю тебя и твою семью без ограничений. Я обильно благословлю вас, чтобы все увидели глубину моей заботы о вас. Моя любовь здесь, чтобы поднять тебя. Моя благодать не знает границ, и моя милость не знает границ. Пусть эти слова принесут вам утешение и уверенность. Каждый день я готов благословлять вас, привносить в вашу жизнь все добро, мир и спокойствие. Прежде чем вы спросите, если вы укрепите свою веру в моих обещаниях, все изменится в вашу пользу для вас и ваших близких. Напитайте свою душу и разум моими словами, оставьте вас в покое, вдали от мира и свободных от вредных для вас влияний. Ваше благополучие под угрозой, ваш драйв ослабевает. Решите твердо противостоять тем, кто сбивает вас с пути, и если кто-то попытается затащить вас во тьму, уходите. Я дарю тебе свою любовь и прощение. Теперь я хочу, чтобы вы освободились от греха и вины. Я здесь для вас с распростертыми объятиями, готовый выслушать и понять все, через что вам приходится пройти. Помните, что, несмотря на трудности, мир и спокойствие остаются с вами даже в разгар бури. Зарядитесь духом, стойте твердо и упорно, осознайте свои сильные стороны. Вы созданы быть сильными и смелыми. Держите мою руку в вере, и вы увидите чудеса. Ваша семья также благословлена. Ваш дух поднимает многих людей, хотя они этого не осознают. Ваше присутствие, особенно в трудные времена, может послужить для них вдохновением. Когда жизнь преподносит вам сюрпризы, они замечают вашу страсть к жизни, они видят, откуда исходит ваша сила. Продолжайте идти по этому пути, сохраняйте свою веру непоколебимой, не оглядывайтесь назад. Вы построили наполненную верой жизнь и дом, молитесь за тех членов вашей семьи, кто не может изменить свои действия, слова и убеждения. Не волнуйся, я работаю с их сердцами. Поверь мне на слово. Ежедневно запечатлейте мои обещания в своем сердце, чтобы каждое утро вы просыпались с ожиданием новых проявлений моей любви и заботы.
Мой драгоценный ребенок, ты так драгоценен. Выдайте мне свои печали и разочарования, оставь мне мечты, от которых ты думал, что откажешься, моменты, когда ты думал, что откажешься от всего. Все эти голоса лежат у моих ног. Внимательно слушайте шепот, который говорит: ты недостаточно хорош. Я хочу показать тебе настоящую любовь, чтобы ты понял, что есть кто-то, кто поклоняется тебе с искренностью и чистой преданностью, в отличие от того, что ты знаешь. Это моя глубокая, нежная и сильная любовь к тебе. Продолжать молиться я хочу, чтобы ты был окутан моими божественными объятиями и был рядом со мной. Отчаяние, стремящееся поглотить вас, стремится утащить вас прочь, отделить от моей заботы и увести в суровую пустыню, но это не та судьба, которую я запланировал для вас. Сегодня я протягиваю руку, чтобы поднять вас, дать вам покой, избавиться от беспокойства и дать вам силу, которой вы так жаждете. Получишь ли ты мою любовь? Дайте мне знать. Ты хочешь лишить меня силы? Ответ от души: поклянись не покидать меня. Но помни, если ты попытаешься уйти или если враг попытается утащить тебя, я не позволю тебе сбиться с пути. Куда бы вы ни пошли, я буду рядом, готовый привести вас обратно ко мне. Враг вашего мира попытается убедить вас, что вы одиноки, что я покинул вас из-за вашего несовершенства, но это ложь. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Ничто не может отделить тебя от моей любви, ни вина, ни отвержение, ни неудача, ни осуждение. Моя любовь к тебе непоколебима и незабываема. Вы очень хорошо знаете эту истину, я повторяю это, оно говорит это снова. Почувствуй, как твое сердце согревается сиянием моей вечной любви, это ощутимо. Я дарю вам новый интерес к жизни. Несмотря на каждый ужасный вызов, каждое препятствие, каждую атаку на ваше существо, с этого момента все изменится, ты не изменишься. Пригласив меня в свою жизнь, вы претерпите полную трансформацию изнутри. В прошлом весь негатив, каждая боль, которую вы пережили, теперь позади. Сегодняшний день знаменует ваше возрождение. Сегодня ты начинаешь претендовать на наследство, которое я зарезервировал для тебя. Вечная жизнь находится рядом со мной, и мой Святой Дух живет в тебе, давая тебе возможность ориентироваться в этом существовании. Когда вы почувствуете, что эта искра зажгла вашу душу, вас от всей души похвалят. Скоро ты поймешь, сколько у меня силы. За руку я веду тебя в странное место, твои песни радости доходят до моих ушей. Все бремя, которое вы несете, будет снято. Моими глазами вы увидите драгоценную душу, которая преодолевает трудности и вновь обретает успех. Вы не из тех, кто уклоняется от того, чтобы поверить моему слову, просыпается, чтобы принять тени и неправду, и чувствует, что их собственная воля потеряна. Они отворачиваются от моей любви и заботы, полагая, что совершенство – это ключ заслужить мое расположение. Но что мне нужно, так это сердце, полное истинной веры. Если критики пытаются испортить вам настроение, закройте перед ними дверь, отвергните их пустые предложения и просьбы о дружбе. Окружите себя людьми, которые воодушевляют вас, уважают ваши границы и не навязывают свою жизнь и не диктуют выбор вашей семьи. Откажитесь быть связанным негативом, отбросьте любое чувство поражения или насмешек. Развивайте дружбу с людьми, которые уважают вас,
которые не будут вмешиваться в ваши личные дела и распространять сплетни. Обнимите тех, кто подбадривает вас без скрытых мотивов, кто поддерживает вас искренне, а не ради личной выгоды. Ваше путешествие веры – это личный разговор между нами. Мне не терпится поговорить, сообщить вам о своих планах. И если ты хочешь углубить нашу связь, ищи меня в утренней тишине, отложив в сторону моменты, когда мир спокоен. Излейте желание своего сердца, обратите внимание на указания, которые я даю каждый день. Держитесь веры, я отвечаю бесчисленными способами. Я открываю свое присутствие вам и вашим близким. Призовите меня, и я раскрою необычайные откровения через сны и видения и поделюсь с вами моими великими замыслами. Вы молодец, что стали свидетелем чуда. Примите и поделитесь этими словами с решимостью, и вас прольют обильные благословения. Даже когда дни тяжелые, ни один день не проходит без моей любви. Даже если на вашем пути встретятся трудности, одиночество не ваша судьба. Моя любовь и защита обнимают тебя, где бы ты ни был. Найдите время послушать, закройте глаза и позвольте этим словам проникнуть в вас. Имейте смелость просить о том, что вам нужно, поддержки, исцеления, ободрения и мудрости для достижения вашей цели. Молитесь не только за себя, но и за свою семью и всех своих близких. Помните, что мое присутствие постоянно в вашей жизни, даже когда возникают проблемы. Я не за горами, вам не обязательно повышать голос. Я слышу твой шепот, твои тихие слезы. Я с тобой. Когда вы обратитесь ко мне в молитве, я услышу. Я не откажусь от ваших пешек. Отпусти гнев и горечь, выбери путь прощения и приблизи ко мне с истинной верой. Осознайте огромную силу благодарности, поймите, что это такое. Благодарное сердце может достичь. Ваши молитвы веры драгоценны для меня, я отношусь к ним с любовью и отвечаю им нежной заботой. Примите эти ответы с терпением, верой и благодарностью и испытайте благословения, которые они приносят в вашу жизнь. Я принимаю активное участие в жизни тех, кого ты любишь, покажите им свою ценность, покажите им свою преданность мне, и это изменит их жизнь. В мире, который часто сбивает их с пути, ваш пример ярко сияет, ведя их ко мне. Я здесь и жду, готовый предложить свою защиту даже тем, кто полон сомнений. Им достаточно вашей любви, я благословляю их и защищаю от вреда. И со временем они увидят, что их жизнь была сформирована моей любовью, а не просто совпадением. Они оценят ваши усилия, ночи, проведенные в молитве, каждую слезу, пролитую за их благополучие. Могут прийти бури, земля может сотрясаться, но надежда и вера будут изобиловать теми, кто ищет меня. Хотя некоторые могут колебаться, сбиваться с толку и не способны отличить добро от зла, вы твердо стоите посреди замешательства. Судно твое будет крепким, ведомым моей рукой к цели. При возникновении проблем не падайте духом, когда твоя воля ослабнет, смело встреть эти испытания, возьми меня за руку и смело иди вперед. Примите мою истину искренне, и если вы действительно верите, держите голову высоко и бесстрашно вступайте в бой. Я дам тебе смелость и безопасность и приведу тебя в место, полное благословений. Сосредоточьтесь на мне, игнорируйте отвлекающие факторы и пустые угрозы,
признайте мое присутствие в вашей жизни. Уверенно скажите: «Я доверяю тебе». Возлюбленные, заявите с уверенностью, что я ваша направляющая сила и прослежу, чтобы все ваши потребности были удовлетворены. Во времена смуты можно найти покой в спокойных водах и накормить себя на зеленых полях. Позвольте мне напитать вашу душу небесной сладостью и наставить вас на путь праведный. Не волнуйся, я всегда буду рядом с тобой. Эта непоколебимая вера поднимет вас в самые трудные дни и даже в разгар тяжелых сражений. Верь в меня среди врагов твоих, потерявшихся в смятении, и я наполню твою жизнь миром и изобилием. Пусть мои учения и тонкие подсказки направляют вас и освещают вашу душу божественным светом. Доброта и любовь – постоянные спутники, и в вас отзываются мои слова. Под моей опекой вы проведете свои дни с непоколебимой верой. Все, что для этого нужно, это принять свою человечность и ограничения. Следование моим учениям каждый день приносит радость и благословение. Послушай, дитя мое, следуйте моему руководству, ибо в нем есть истина. Будьте верны моему учению, избегайте нарушений и станьте свидетелем пути трансформации своей жизни. Пусть моя милость следует за вами и способствует процветанию всего, к чему вы прикасаетесь. Я советую вам сопротивляться соблазну мимолетного и поверхностного. Следуя моим учениям, ваша жизнь изменится к лучшему. Помните, что грех приводит только к боли, беспорядкам и разрушениям. Хотя грех и обещает временное счастье, его последствием неизбежно являются скорбь и разрушение. Оставление греха открывает путь к благословениям, пробуждает надежду и восстанавливает радость. Сын мой, стой твердо, дочь моя, избегай опасностей. Путь греха может привести только к потерям, но отворачивание от того, что отделяет вас от меня, и прислушивание к моему совету станет свидетелем преобразования вашей жизни. Моя любовь будет окружать тебя, и благословения текут в твою жизнь потоком. Глубокая перемена должна полностью проникнуть в вашу сущность. Покрытые моей любовью, станьте свидетелем расцвета отношений, улучшения здоровья и успешных начинаний. Дети мои, имейте непоколебимую веру, ибо слова мои вечны. Следуйте моему руководству, и плоды вашего послушания будут обильными. Бесконечный мир и благословения будут вашей долей. Каждый ваш шаг навстречу моим желаниям принимается, ведь я никому ничего не должен. Помните, что я дал вам выбор между жизнью, окутанной светом, или жизнью, погруженной во тьму. Ваши решения – ваши собственные, но они имеют последствия, с которыми вам придется столкнуться. Выбор жизни, противоречащий моим путям, приведет к печали и смятению, к отклонению от пути, который я проложил для вас. Жизнь в правде, любви, справедливости и прощении принесет чудесные результаты. Благословения следуют за вами и обещают обнадеживающее будущее. Итак, я призываю вас доверять мне и верить тому, что я говорю. Я Создатель всего и люблю тебя безоговорочно. Этот факт не меняется. Я твой Отец и всегда буду рядом с тобой. От вашего имени для меня нет непосильной задачи. Благодаря вашей вере и полной отдаче ваша жизнь претерпит неожиданные изменения. У меня есть сила превратить печаль в радость, дефицит в изобилии, тревогу в покой. Поверьте мне, дети мои, верьте и станьте свидетелем чудес,
которые я могу совершить в вашей жизни. Подчинитесь моему плану и заметьте прекрасную трансформацию каждого аспекта вашей жизни. Доверившись мне, вы открываете свою жизнь моей любви и силе. Ни одна задача не является непреодолимой, ни одна проблема не поддающаяся решению. Мое понимание огромно, мои знания не знают границ. Предавшись мне, вы открываете свое сердце для удивительных перемен и чудес, превосходящих ваше воображение. Дети мои, я приглашаю вас отдать мне каждую часть своей жизни и жить согласно моим учениям. В моей любви и милосердии ты найдешь силы преодолеть любые трудности и спокойствие, чтобы терпеливо ждать. Страх не двигаться вперед, потому что ты поймешь, что то, что я хочу для тебя, это хорошо, безупречно и приносящее удовлетворение. Я всегда хочу лучшего для своих детей, и для них нет ничего, что выходит за рамки моих возможностей. Так что не падайте духом, не становитесь одержимыми и не поддавайтесь препятствиям, возникающим на вашем пути. Помните, я всегда с вами. Не паникуйте и не расстраивайтесь перед лицом невзгод. Сохраняй веру и иди, моей дорогой, ибо для тебя нет ничего слишком тяжелого. Я укреплю тебя, дам тебе мудрость и смелость. Смотри, дитя мое, смотри вперед, увидишь будущее, которое я приготовил для тебя, полное благодати и благословений. Не ограничивайте себя и не позволяйте волнам жизни тянуть вас вниз. Стремитесь жить по моим учениям и отвернуться от преступлений. Вы увидите улучшение. Я готов наполнить твою жизнь благословениями. Успех и процветание будут вашими. Со мной ты сможешь добиться всего, чего захочешь. Терпите под моим руководством, идите путем праведности. Я удовлетворю все ваши потребности и не остановлюсь, пока не выполню данные вам обещания. Помните, что те, кто доверяет мне, будут иметь изобилие во всех сферах. Ваши трудные времена и испытания скоро закончатся. Не теряйте надежды, потому что я хочу почтить ваше мужество. Дорогое дитя мое, послушай внимательно мои сегодняшние слова. Не теряйте надежды и отчаяния. Будьте решительны и смелы. Не позволяйте страху укорениться в вас или сомнениям затуманить ваш разум. Даже в самую темную ночь и посреди великой неопределенности я буду с тобой, несмотря на все испытания и трудности. Я не брошу тебя, я здесь, чтобы поддерживать и защищать вас на вашем пути по жизни. Посмотри на небо и позвони мне. Я поспешу к тебе. Я не оставлю тебя и не покину тебя, как бы тяжело тебе ни пришлось. Помните, что нет ночи, слишком темной для рассвета, и каждое утро открываются новые возможности. Любая буря рано или поздно сменяется затишьем. Все в этом мире временно, но мое обещание и вера тех, кто в меня верит, вечны. Подобно тому, как однажды небо и земля высохнут, все проблемы возникнут, и вскоре испытания, с которыми вы боретесь, прекратятся. Поверьте моим словам, сегодня это правда. Я не оставлю тебя и не отпущу твои руки, ибо буду стоять рядом с тобой, окружать тебя своей любовью и освещать твой путь ярким светом. Вкладывайте все в каждый момент, преследуйте свои мечты и неустанно работайте над достижением своих целей и планов. Продолжайте двигаться вперед, никогда не отступайте и не обращайте внимания на негативные разговоры о себе.
Не позволяйте резким словам или слухам сбить вас с толку. Услышь мой голос и внимай моим словам. Вы найдете во мне благодать и благодать, необходимые для реализации ваших амбиций. Доверьтесь мне в достижении ваших целей, и я дарую тебе мир. Поэтому, дети мои, держитесь своей веры, доверься мне и будь сильным в моей силе. Не поддавайтесь сомнению или страху, стремитесь быть живым свидетельством моей работы в вас. Продолжайте действовать мужественно, изяществом и честностью. Пусть ваш жизненный путь верно отражает мою любовь, всегда готовую помочь тем, кто в беде и в нужде. Каждая маленькая доброта, каждое прикосновение сострадания и каждое ободрение отражают мое присутствие в вас. Так что продолжайте распространять любовь и свет в этом мире, не утомляйтесь, делая добро, ибо вскоре вы увидите результат своих усилий и жертв. Вы заметите, как ваши действия во имя мое принесут благословение и мир окружающим. Будьте верны тому, чему я вас научил, не сдавайтесь и не утомляйтесь, сохраняя веру. Будьте сильны в молитве. Будьте сильны в молитве, зная, что ваш враг, лукавый, ждет, чтобы сбить вас с пути. Но не позволяя ему отвратить тебя от меня, не используйте свою неуверенность, чтобы замедлить темп. Не бойтесь планов врага и не позволяйте сомнениям и суждениям мира сдерживать вас. Крепко держите свою веру, устраните все сомнения и страхи и утешайтесь моим обещанием. Помните, что я всегда забочусь о вас, с какими бы трудностями, испытаниями или препятствиями ты не столкнулся, я никогда не оставлю тебя. Моя любовь и защита всегда будут окружать тебя, направлять каждый твой шаг и поддерживать, когда ноша окажется слишком тяжелой. Мое дорогое дитя, я даю тебе эти слова, чтобы они остались близко твоему сердцу, пусть они осветят вас в любой темноте. Эти слова – семена истины и силы, бесконечный источник мудрости и утешения, готовые поддержать вас, когда вы столкнетесь с трудными временами. Сохраните эти слова в своем сердце, потому что они дают силы преодолеть любые трудности и принести мир в неспокойные времена. Идите сегодня, зная, что я с вами, и ничто и никогда нас не разлучит, ни беда, ни беда, ни беда. Продолжайте смело, добро и честно, рассматривая каждое препятствие как возможность приблизить меня к вашей цели. Я поздравляю тебя, мой сын. Я поздравляю тебя, моя дочь. Встаньте и идите вперед с верой и продемонстрируйте миру мою любовь и истину. Я всегда рядом с тобой, работая в тебе. Получите мое учение, пусть моя любовь прогонит все следы сомнений и страхов. Живя согласно моему руководству, вы заработаете замечательное наследство и получите огромные благословения для себя и будущих поколений. Моя любовь к тебе бесконечна, желаю тебе расти и преуспевать во всем, что ты делаешь. С того момента, как ты был создан, все мои мысли и желания были направлены на твое благополучие. Я был рядом с твоим первым криком, я видел, как ты растешь, и теперь я вижу, каким удивительным человеком ты стал. Я следовал за тобой в каждом путешествии, через праздники и слезы, поддерживая тебя, когда ты спотыкаешься, утешая тебя в печали, радуясь твоим победам и утешая тебя в боли. С того момента, как вы сделаете свой первый вздох, я возлагаю большие надежды на то, что вы будете процветать и обретите счастье во всех аспектах жизни.
Мои планы на тебя больше, чем ты можешь себе представить. Поэтому я предлагаю вам эти слова сегодня как напоминание о моей бесконечной поддержке и желании вашего благополучия. Я хочу, чтобы ты сиял светом для других, распространяя тепло, доброту и любовь, куда бы ты ни пошел. Пусть ваше путешествие будет богатым возможностями учиться, любить и расти, раскрывать свое истинное величие, преодолевать трудности и мудро ориентироваться в бурных морях жизни. Я надеюсь, что все это для вас, чтобы вы могли вдохновить всех вокруг себя быть лучше, заботиться друг о друге. Я знаю, что на вашем пути вас ждут трудные времена, тяжелое бремя и бури. Однако я обещаю вам, что каждое усилие, каждая слеза и каждая жертва имеют значение. Эти испытания делают вас сильнее, делая вас более сильным, более устойчивым и мудрым человеком. Поверь мне, дитя мое, придерживайтесь этих слов. Не медлите, отправляйтесь в путешествие, которое я приготовил для вас. Будьте смелыми и не бойтесь совершать ошибки, потому что даже если вы потерпите неудачу, есть урок, который нужно усвоить, возможность вернуться с большим мужеством и двигаться вперед с большими знаниями и решимостью. Путешествуя по жизни, знай, что я всегда буду с тобой в каждый момент, наполненный радостью или грустью, сомнением или неуверенностью в себе. Я рядом, окружая тебя своей непоколебимой любовью и постоянной поддержкой. Итак, мое дорогое дитя, знай, что моя поддержка тебя непоколебима. Даже несмотря на сильный ветер и бурную воду, я буду с тобой, даруя тебе силу и покой среди твоих потрясений. Дитя мое, двигайся к будущему, которое я приготовил для тебя, где твои самые сокровенные желания и мечты сбудутся. Не позволяйте шипам на дороге замедлить вас. Идите вперед с устойчивостью дуба и сиянием зари. Помните, что горы перед вами свидетельствуют о вашем мужестве и становятся путеводителем для маловерных. Сегодня я даю вам силу, власть и власть противостоять любым испытаниям, препятствиям и помехам. Я благословляю вас ясностью, чтобы вы могли выбрать правильный путь и быть осторожными в мудром выборе на каждом перекрестке. Пусть каждое испытание станет возможностью для роста, а каждая трудность – уроком. Пусть ваша душа преодолеет все препятствия и воспримет каждое испытание как возможность вырасти выше. Оглядываясь назад, вы можете рассматривать каждый успех и вызов как поворотный момент на пути вашего роста. Сегодня я напоминаю вам о богатстве способностей, талантов и даров внутри вас, придающих вам уверенность в движении вперед. Если вы когда-нибудь обнаружите, что ваша сила воли ослабевает, запомните эти слова. Слова утешения: «Ты, дитя мое, полна бесконечной энергии и сердца, полного любви». Ваше путешествие уникально, и у вас есть сила преодолеть невзгоды и стать сильнее. Никогда не сдавайся, потому что среди испытаний ты найдешь мою благодать и безграничную благодать. Идите вперед, веря в особую, уникальную для вас цель. Ваша жизнь – драгоценный дар, и я всегда буду здесь, чтобы поддержать вас. Знай, что я с тобой в каждом легком ветерке, в каждом солнечном луче, касающемся тебя, и в каждом ударе сердца. Я всегда готов направлять, ценить и благословлять все аспекты вашей жизни. Ваш тяжелый труд и жертвы не останутся незамеченными. Я обещаю вам светлое и многообещающее будущее. Послушай, дитя мое, ты не сможешь пожать, не посеяв сначала.
Каждой награде предшествуют великие усилия и жертвы. Итак, не сдавайтесь, не позволяйте разочарованию победить и никогда не сдавайтесь, столкнувшись с трудностями, потому что рано или поздно вы насладитесь результатами своей тяжелой работы. Вы увидите награду за свою преданность делу, так что верьте, что ваши усилия не пропадут даром. Никакое ваше действие не является слишком малым. Выбор, который вы сделаете, каким бы трудным он ни был, будет признан. Я благословляю вас за ваше неизменное мужество и преданность делу. Я понимаю, что путь, который вы прошли, был непрост и полон опасностей и препятствий, требующих мужества и решимости. Даже если есть те, кто стремится сбить вас с толку, разрушить ваши мечты и надежды, не падайте духом. Не позволяйте их словам поколебать вас, дитя мое, не позволяй негативу мешать тебе процветающему будущему, которое я вижу для тебя. Не позволяйте голосам сомнений заставить вас отказаться от своей мечты или позволить этим людям достичь своей цели, обескуражить вас своими комментариями. Стой против этого, дитя мое. Ни при каких обстоятельствах эти препятствия не должны мешать вам в достижении ваших целей. Не делай этого. Пожертвуйте своей тяжелой работой и не позволяйте никому подорвать ваши усилия по достижению своей мечты. Держитесь за свою внутреннюю силу, сохрани мою душу живой в тебе. Не отказывайтесь от высоких целей, которые я вложил в ваше сердце, ибо я признаю каждое усилие и жертву. Дорогое мое дитя, не соглашайся на меньшее, чем ты можешь выдержать. Посмотрите на небо и расширьте свой кругозор, мечтайте о многом, ибо я, ваш Бог, могуч и велик. Не ограничивайте мою неограниченную власть. Ваша преданность и настойчивость в достижении своих целей будут щедро вознаграждены. Ты воплощаешь мою любовь и силу, живешь с уверенностью, что я всегда буду с тобой, и твой потенциал не знает границ. Вперед, дитя мое! Предстоящий путь должен характеризоваться открывающимися перед нами возможностями. Окунитесь в небесный поток, наблюдая за происходящими чудесами, а затем наполните свою жизнь трепетом и изобилием для себя и своих близких. Пусть предстоящий год станет чудесным приключением, наполненным бесконечной радостью, глубоким исцелением и нежным потоком финансового изобилия. Наблюдайте, как ваш долг исчезает, ваши платежи очищаются, а ваши финансы улучшаются, превзойдя ваши самые смелые мечты. Пусть вечная благодать Божья изольет на вас благословение во всех сферах вашей жизни, позволяя вам жить в мире и процветании с полосой божественного благоволения и восхитительными сюрпризами. Вы испытаете обильные благословения, укрепите свои связи и добьетесь значительного финансового прогресса. Когда месяц подходит к концу, победы всегда рядом с вами, ведущие вас к будущему, яркому надеждой и наполненному Божьим желанием. Пусть ваша вера и благодарность ведут вас в будущее и открывают ваше сердце для всех возможностей. Примите будущее безграничных возможностей и финансовой независимости, даже если это противоречит вашим самым сокровенным желаниям. Воспользуйтесь этой возможностью, которая выпадает раз в жизни. Бог сказал: «Я Бог восстановления, который может превратить печаль в радость и принести славу из самых сложных ситуаций, поэтому не волнуйтесь, даже если ваши враги отнимут ее у вас. Все, что потеряно, я могу исправить. Наблюдайте, как ваша физическая форма чудесным образом восстанавливается,
и вы получаете благословения, изменяющие вашу жизнь. Моя бессмертная любовь и стиль сопровождают вас в этом путешествии обновления, и обновление примите это как часть божественного плана, и исцеляющая рука Господа приведет вас к жизни в изобилии, мире и процветании. Примите участие в прекрасном финансовом развитии и увидите замечательные возможности, которые ждут вас. Всемогущий Бог, я всегда рядом с тобой, служу твоим великим воинам. Я защищаю тебя от бед, даю непоколебимую защиту и помогаю добиться успеха во всех сферах жизни. Выровняйте свое выравнивание с моей божественной энергией и станьте свидетелем того, как люди обретают хорошее здоровье и глубокое выздоровление. Идя по этому пути веры и желаний, помните, что я ваш всегда верный спутник, готовый осыпать вас бесконечными благословениями и электричеством, чтобы преодолеть любые препятствия. Божественная помощь открывает путь к великому возвращению к вашему образу жизни. Ангелы-руководители небесные спускаются на ваш ресурс. Будьте уверены, что ваши молитвы услышаны, и Божья благодать течет в виде финансовой помощи, чтобы поддержать вас в какой-то момент в это трудное время. Если вы посмотрите это видео со слезами на глазах, помните, что судьба не кривая. Бог обращается непосредственно к глубинам вашей израненной души через это мощное послание надежды и утешения. Осознайте это божественное вмешательство и поймите, что вы не одиноки в своей борьбе. Чудеса ждут, чтобы наполнить ваше существование неизмеримыми благами. Пусть ваша вера будет вашим путеводителем. Свет Вселенной направлен на то, чтобы принести беспрецедентную трансформацию в ваше существование. В начале этой новой недели она полна обильных благ, и Господь услышит ваши молитвы и даст руководство для преодоления ваших трудностей. Это открытие прокладывает путь к финансовой свободе и открывает двери к новым возможностям. Подходите к этому с открытым разумом и сердцем, полным веры, поскольку Вселенная готова помочь и благословить вас на пути к процветанию. Сегодня сезон боли, горя и бессонных ночей. Небеса готовы продемонстрировать свое изобилие, и все ваши искренние молитвы будут услышаны. Обязательное аминь ветру, соберитесь вместе, чтобы принять дождь благословений, который включает в себя любовь, отличное здоровье и процветание, ибо пусть вы никогда не голодаете и не испытываете недостатков питания, которое я даю. Придите ко мне всем сердцем, и я наполню вас всем, что вам нужно. Я источник живой воды, божественный поток, утоляющий личную жажду души. Пей из этого источника и обретешь утешение и вечный успех. Приготовьтесь принять благодать и желания, которые я собираюсь влить в вашу веру, и пусть мягкость ожидания приведет вас к предстоящим чудесам. Поверьте мне, и вы увидите, как ваши мечты и желания сбываются, потому что Вселенная постарается дать вам благословения, которых вы заслуживаете. Я дарую тебе вечную жизнь без границ счастья и изобилия. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, даже когда кажется, что все идет не так, помните, что я здесь, чтобы помочь вам преодолеть их. Я могу быть вашим путеводным светом и показать вам путь к комфорту и желанию во времена неприятностей и смятения. Утешайтесь мной и знайте, что я буду рядом с вами и окружу вас Божьей любовью. Даже если вы не понимаете, поверьте моим словам, они придадут вам силы и уверенности. Доверьтесь моим знаниям, потому что я всегда здесь, чтобы помочь вам. И наберитесь мужества,
потому что я ваш источник благодати. Поэтому, с какими бы трудностями вы ни столкнулись на этой земле, вы можете быть спокойны, зная, что я буду вашим источником благодати, любви и руководства. Я дарую вам и тому, кого вы любите, здоровье, исцеление и обильный мир, чтобы вы могли быть уверены, что наше сердце охватит божественную любовь. Помолимся. Отче, я благодарен за Твою освобождающую благодать, освободившую меня от тяжелого бремени прошлого, цепей вины и вины. Твоей направляющей рукой помоги мне освободиться от бремени вчерашнего дня. И чтобы создать новые чудеса, которые Ты раскроешь в моем существовании в этом году, во имя Иисуса. Открой мое сердце. Спасибо, что Ты мой постоянный партнер, утешаешь меня и подбадриваешь во время жизненных взлетов и падений. Помните, что ни одна деталь не является слишком тривиальной, ни одно бремя не является слишком тяжелым для меня. На вашей стороне вы можете справиться с любым испытанием. Поверь, что чудо, на которое ты надеешься, в моей руке. Я отдам его тебе, когда придет время. Так что наберитесь терпения, потому что это поможет вам в нужный момент. Поэтому не сдавайтесь и не унывайте, сохраняйте свою веру крепкой, ибо ваше будущее под моей опекой полно чудесных и прекрасных благословений. Большое чудо приближается к вам, так что празднуйте. Сегодня день, когда ваши цепи разорваны, я освобожу тебя, благословлю и благословлю тебя. Верьте в эту истину. В этот полный надежд день, дитя мое, я хочу, чтобы ты почувствовал мою любовь, знал, что я с тобой, и понял, что ты покрыт моей благодатью и добротой, как твой Бог и Отец, освящающий твой путь. Я здесь, чтобы разрушить каждое проклятие, наложенное на вашу жизнь, и удалить тьму, которая покрыла ваш разум, сердце и душу. Берегись, дитя мое, сегодняшний день знаменует собой конец сомнений и страхов, которые сковывали твое сердце. Нет больше неуверенности, нет больше печали и нет больше растерянности. Сегодня барьеры, мешавшие вашему прогрессу, разрушены. Цепи проклятий и нехватки в вашей жизни сегодня разорваны. Я здесь, чтобы подарить вам полноценную и насыщенную жизнь. Пусть я наполню тебя своим миром и мудростью, окутаю тебя моей вечной любовью и наполню все аспекты твоей жизни моими благословениями. Я видел трудный путь, который ты прошел. Я знаю, с какими трудностями и проблемами вы сталкиваетесь каждый день. Я заметил, как тьма и сети, расставленные врагом, пытались помешать вашему духовному пути, создавая сомнения и препятствия на пути вашей веры. Но теперь, в моей безграничной любви, я уверяю вас, что я уберу тени, затмевающие ваш путь, и вы не сможете увидеть возможности и благословения, которые я положил перед вами. Я разорву каждую цепь в вашей жизни и разорву все узы сомнений и страхов, освободив вас от каждой негативной силы, которая нарушает ваш мир и спокойствие. В этот момент я провозглашаю свободу в вашей жизни. Я заявляю, что мой божественный свет теперь освещает ваш путь, принося безопасность, радость и удовлетворение. Сегодня я объявляю конец каждому проклятию, которое препятствует вашему росту. Там, где была путаница, теперь должна быть ясность и понимание. Там, где когда-то была неопределенность, теперь процветают доверие и безопасность. Там, где когда-то жило отчаяние, теперь я наполняю вашу душу надеждой и возрождением.
Мое любимое дитя, моя любовь приносит чувство целостности, мира и силы каждой частички тебя. Сегодня я осыпаю вас своей любящей добротой. Я распахиваю небесные окна и изливаю на вас благословение. Двери к процветанию откроются, открывая возможности, которых вы никогда раньше не видели. Ваша вера укрепится, и вы будете как дерево у воды, цветущее, приносящее обильный плод и никогда не увядающее. Во мне вы найдете покой, расслабление и ответы на самые сокровенные вопросы, которые вы ищете. Дитя мое, верь в меня, верь моим словам, твердо держись моих обещаний, и ты проживешь богатую и полноценную жизнь со мной рядом с тобой. Никакие сомнения не смогут остановить вас, никакие трудности не будут слишком трудными. Тени, когда-то изменившие вашу веру, и волнения, пошатнувшие ваш внутренний покой, больше не имеют над вами власти. Я буду с тобой, освещая путь постоянным источником чудесных благ. Не бойся, любовь моя, выходи вперед и доверься мне, потому что я твой Отец, который желает тебе только добра. Будь уверена, любовь моя, что я никогда не оставлю и не оставлю тебя. Я твой постоянный спутник, твой источник утешения и постоянный проводник, который постоянно направляет тебя. Поймите, что Святой Дух обитает в вашем сердце, независимо от обстоятельств. Я всегда буду рядом и никогда не оставлю своего присутствия, особенно в разгар самых тяжелых твоих испытаний. Доверьтесь мне, ибо я властен над всем, и ничто из того, что случится с вами, не ускользнет от моего надзора. Даже если другие попытаются подорвать вас, помните, что я всегда желаю вашего высшего блага. Доверь свою жизнь моей заботе, моя дорогая, позвольте мне осветить ваш путь. Отдай мне свое сердце, и я верну твое процветание. Каждая потеря, которую вы понесете, будет восстановлена и усилена, ваш дух больше не будет сломлен. Моя цель – стать свидетелем вашего процветания и изобилия. Имейте полную веру в меня, и я наполню ваше сердце радостью и обогатю не только вашу жизнь, но и вашу семью, ваших потомков и грядущие поколения. Знайте, что те, кто живет праведно, ни в чем не испытывают недостатка, и их семья ни в чем не нуждается. Я сохраню свой завет с тобой, даже если вокруг тебя царит хаос. У тебя не должно быть недостатка в припасах, ибо ты – мое любимое дитя, мое величайшее сокровище и моя божественная цель – предоставить тебе благословение и изобилие. Вы можете беспокоиться, что ваши ошибки уменьшат мое восхищение вами, но такие опасения беспочвенны. Моя любовь к тебе бесконечна и вечна, и ей не подчиняются никакие препятствия. Перестаньте сомневаться и поверьте в мое всемогущество. Я благословлю тебя так несомненно, что все признают меня подателем всякого блага. Сегодня, мои возлюбленные, пусть сияние моих божественных слов озарит ваш разум и принесет благодать и процветание в ваше существо. Передайте мне свое бремя и обретите покой в моих объятиях. Как я обещал, когда вы впервые искали моего прибежища, позвольте мне создать что-то чудесное в вашей жизни. Никогда не забывайте, что я автор вашего существования, близко знакомый со всеми аспектами вашего существования. Я вижу ваши сильные стороны и трудности, ваши амбиции и самые сокровенные желания. Так что не бойтесь, я здесь, чтобы помочь вам. Я твой государь, сильный и твердый. Ты мое любимое дитя,
и я горячо желаю дать тебе благословение и изобилие, наполнить твое сердце радостью, а твою жизнь процветанием и изобилием. Поймите, что я Бог изобилия, а не дефицита, вечно верный своим обещаниям. Отдайтесь мне полностью, не надейтесь на собственное понимание, а погрузитесь в мудрость, которую дают мои слова. Примите мое учение близко к сердцу, придерживайтесь его день и ночь, и вы найдете удовлетворение в глубине своей души. Нет ничего в этом мире, никаких препятствий, никаких трудностей, которые могли бы помешать мне выполнить данные вам обещания. Позвольте мне осыпать вас такими великими и бесконечными благословениями, которыми вы, ваша семья и ваше потомство будете наслаждаться неисчислимой радостью и счастьем. Каждая слеза, которую ты проливаешь, не напрасно, каждый момент печали приносит много благословений в вашу жизнь и превращает ваши испытания в триумфы. Возлюбленные, взгляните на небеса и вспомните свою личность во мне. Вы, возлюбленные мои, побежденные Христом Иисусом, выделены как род святой, царственное священство, избранное еще в чреве матери вашей. Ваша судьба – быть посланником величия, процветания, любви и сострадания в мире, жаждущем благодати. Никогда не сомневайся в широте и глубине моей любви к тебе. Независимо от того, с какими испытаниями вы сталкиваетесь или какие ошибки совершаете, моя любовь постоянна. Я всегда рядом с тобой, любя тебя безоговорочно, готов простить, исцелить и восстановить тебя целиком. Ходите каждый день, зная о моем вечном присутствии. Я буду твоим спасителем и убежищем во времена опасности, твоим маяком надежды и избавления среди смятения. Ты в безопасности в моих объятиях, никакого вреда тебе не будет, ибо мои ангелы стоят и охраняют тебя и даруют тебе мир, превосходящий понимание. Итак, сохраняйте свою непоколебимую веру в меня до конца, и вы увидите проявление моего изобилия и чудесных благословений в вашей жизни. Моя любовь к тебе не знает границ, она вечна, непоколебима и неизменна. Я стремлюсь к вашему благополучию, счастью и успеху на вашем жизненном пути. Поймите, что я архитектор вашей судьбы, замысловато вплетающий каждый аспект вашего существования в шедевр изящества и красоты. Пусть ваше сердце будет живым, потому что во мне вы найдете силу преодолеть любые трудности, мудрость сделать мудрый выбор и смелость страстно следовать своей мечте. Я призываю вас к более высокой цели жить жизнью, отражающей мое величие и благодать в мире. Если вы будете повиноваться моей воле, вы обретете глубокое удовлетворение, служа другим, будучи светом среди тьмы и распространяя аромат моей любви, куда бы вы ни пошли. Такова жизнь, которой я призвал вас значимость, влияние и вечная радость. Итак, любовь моя, вступая в каждый новый день, делай это с уверенностью, что я буду направлять каждый твой шаг. Примите это путешествие с верой, зная, что я направляю все ради вашего высшего блага и продвижения моего царства. Вместе мы смотрим в будущее с надеждой, потому что у меня есть великие планы на вас, планы вырастить вас и не навредить вам, но дать вам надежду и будущее. Помните, что я ценю вас, ценю и бесконечно люблю. Я твой Отец, твой Искупитель и твой верный друг. Пусть мои слова послужат якорем для вашей души, фундаментом, на котором вы строите свою жизнь. Поверьте мне и давайте вместе отправимся в эту необыкновенную Одиссею. Аминь.